Так, раз. Так, теперь слышно меня или нет? Так. Раз, два, три, четыре. 5. Хайшуй. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Так. Надо это отключить. У меня или нет? Маргарита. Это дишь. Шуйсо Ибраим Анасюк. Так. Так, слышно меня или не слышно? Итак, NEC подключили. Подключили. Так. Сейчас давайте. Switch Warsaw. Hinsa. Сетсамта сет азанда юлели. Это Так. Комментарий шавёшу. Так, раз, два, три, четыре, 5. Мы на связи. Так. Сеть я поменял вроде бы. Хотя, если это везде повсеместно, тут уже ничего не поделаешь. Саларам маршалду аухер. Аухер везешк салам маршалду. Нек могу шухинц. Инстаграм шагушуй. Ассалам алейкум, старый друг. Инстаграм яца, Ютуб, Гучвелин. Все тогда. Мы... Ладно, в любом случае мы
Да, моргает. Микрофон моргает. Оба микрофона моргают. Все четко, Бах Ибрагимс. Все, ладно. Вопрос. Да, моргает. Ваша. Микрофон моргает. И аппарат, который подключен, моргает. И это тоже моргает. Значит так. Башлам, в той стороне вообще есть нормальные историки, которые историей занимаются, а не сказками. Наверное, есть. Башлам, сколько людей смотрят тебя по статистике? По статистике в Инстаграм 2-2,5 миллиона у нас поднимается за месяц просмотры. Это так. Да вроде бы нормально, полностью я его подключил. Хайцахал Маггар. Так, свободенно. Он не моргать должен, говорит. Так. Освободил. Куда его еще? Освободилось. Так. Моргать он не должен, говорит, он должен гореть зеленым цветом. Он все равно моргает. Я не знаю. Может отключить и включить. Так. Сейчас на самой петличке нажми кнопку сопряжения. Так. Засунем его нормально. Да нормально, я его вытащил, поправил, как могу. Так. Так, освободилось. Может сейчас... Так. Я не знаю, вроде до конца вставил, я не знаю почему, что. Он только моргает. Я его и отключил, и включил. И микрофон моргает, и он моргает. Я не знаю, что с ним еще делать. Так, сейчас еще раз попробуем. Вроде все настроили, все сделали. До эфира там написано было подключено устройство. Вот, сейчас стоит, все, теперь, так, теперь постараемся его, так, теперь лучше слышно. Теперь голос четко стал.
Вроде бы все горит, все работает. Раз, два, три, четыре, пять. Надеюсь, теперь все заработало. Ну, по крайней мере, не моргает и работает стабильность, показывает связь. Все, работает. Так, все нормально, звук пошел, видео тоже, надеюсь, теперь уже лучше. Итак, друзья, сегодня, как вы видите, мы здесь такой новый, начну эфир с хорошего. С хорошего, вот такая вот, как видите, футболка. Сзади видно, нет, не знаю, но посмотрите. Вот так на спине. Это наши братья подарили мне ауховские волки. Фирма такая ауховская. Здесь спереди написано Нохчу. И сзади вот такая вот фирма, которая делает великолепные одеяния для настоящих патриотов. Рекомендую. Это не реклама, но опять же я сам купил. Очень хорошая вещь, теплая, закрывает для намаза. Все, капюшон тоже большой, как видите. Вот такие вот великолепные патриотические балахоны называете, или худи, или как они называются. Начали делать наши ауховские братья. Итак, друзья, начнем с хорошего или с того, что за последнее время задали мне вопрос, просмотры в Инстаграм. За последний месяц у нас просмотров, то, что было, я на приемнике не... Кто поставьте, не понял, Башлан, на приемнике колесико поставь 4. Ну, ты меня сейчас уже озадачил со своим 4, 3. Здесь нету 4, здесь есть 6, 12. Только 6 и 12 есть, 4 нету. Извини. Здесь есть 6, и плюс 6, плюс 12, минус 6, минус 12 есть. Итак, все. Я поставил уже на плюс 6. Итак, друзья, за последнюю неделю, вот за последний месяц у нас просмотры в Инстаграм, даже чисто Reels, превышает 2,5 миллиона. Мы накрутки, да, не делаем. Самое главное, люди живые потихоньку собираются, начали изучать, альхамдулилля, начали изучать нашу историю, нашу культуру, географию, очень много спорных различных вопросов. И само собой увеличилось огромное количество писем в директ. Вы должны понимать, что в основном в Инстаграме своей личной страницы занимаюсь я сам. В Ютубе, в Телеграме у меня есть модераторы, админы, которые убирают всю нечисть нарнийских ублюдков, которые там заходят, начинают говорить про какие-то гениталии родителей, живые, не живые, не важно. Ну, видать, у людей какой-то комплекс, и у них, наверное, в крови вот это обсуждать гениталии матери или отца. В основном матери. Я так понимаю, что яблоко от яблони недалеко падает. Видать, у них из-за этого эти комплексы, они и выносят его на YouTube пространство, те люди, которые матерятся и говорят. Что касается в Ютубе у нас уже, если я не ошибаюсь, Ибраим сказал, у нас переваливает уже за 2 миллиона просмотров. Просмотры хорошие, великолепные. Сейчас, вы знаете, WhatsApp, я обычно в WhatsApp загружал по дороге, как кто-то пришлет какой-то ролик, я закидывал, он раньше оставался в WhatsApp. Сейчас я присоединил WhatsApp
Facebook, Instagram, и автоматически все, что я загружаю в статусы, если оно меньше минуты, он автоматически отправляет у меня в Facebook и в Instagram. И вы можете в сторисах видеть различные фриков, которые говорят о нашей истории, и показывают. Еще раз хочу повториться и сказать, что вот такие великолепные одеяния патриотическое, вот, чтобы сейчас еще минуточку. Я сегодня одел черное, но есть у нас великолепное вот такое, чтобы было видно, да, спереди и сзади, с такой великолепной надписью, с нашей картой, вот. А ну, карту сейчас посмотрим. Ну, карта такая, это не столько карта, сколько рисунок. На ней башня, чисто чеченская, историческая наша башня, кинжал чеченский и вот такой стилизованный рисунок. Видно? Вот такие прекрасные худи-балахоны, или как они называются, я не знаю, любых размеров. Если для меня есть подходящий размер, я сегодня специально одел черный. Буду их менять. Вот для черного вот такая вот надпись «Аух». «Аух» сила, красавчики, ауховские братья. И вот такой вот бренд. Показываю всем те, кто любит для намаза длинные вещи, теплые вещи, закрытые вещи. Смотрите, рукав очень хорошо прилегает, закрывает. Это мне очень сильно понравилось. Я увидел, заказал. Причем это в принципе... недорого, вообще недорого. Для использовать можно валикум ассалам и для намаза, и для выхода на улицу. То есть полностью закрывает и от ветра, и от холода. Так что вот такие вот вещи. Этот бренд «Ауховские братья». Поскольку, я надеюсь, почему, я не просто так это рассказываю. Дело в том, что некоторые здесь норнийские утырки заходили и говорили, что якобы ауховцев остальные нохчи напрягают, заставляют их говорить, что они нохчи, и все, вот этот бред, который они несут и распространяют. Сами пишут статейки, причем нравишься нашим соседям Сюли, которые видят всю эту ситуацию, подмазываются, им говорят, что это якобы ушедшие свое время ингуши и так далее и тому подобное. Потом заходят, говорят, что они говорят якобы на ингушском языке, что они не чеченцы, и что их чеченцы заставляют, они сами никогда не хотели говорить, и при встрече они всегда говорят, что они являются исконными ингушами. Еще раз повторюсь, мне абсолютно без разницы, если это так на самом деле. Но зная ауховцев, а я очень сильно общаюсь со всеми самыми активными, и не только активными, пассивными, активными в работе, я имею в виду непосредственно, с этими ребятами, сестрами я работаю, они скидывают весь материал, который есть. Мы это публикуем, показываем и будем до тех пор, пока не случится справедливость и не будет принят полномерно, не будет принят закон о реабилитации и не будут возвращены так сказать, все исконные земли, дома, могилы, мечети, все, что принадлежало историческое название Ауха. До тех пор, само собой, все в рамках законодательства Российской Федерации. Вот так вот. И здесь они, наши ауховские братья, до того, как кто-то из нас там делают различные бунзи, мунзи и так далее и тому подобное, с большой надписью «Нохчи», с петроглифом нашим, национальным, исконно чеченским петроглифом, вот таким вот. С надписью «Нохчи». Это спереди, сзади рисунок. Видите, да? Большая надпись «Нохчо» и карта, историческая карта, ну, по крайней мере, рисунок в виде карты. С одной стороны меч
чеченский, с другой стороны башня, что очень важно. Башня полностью, это наша одна из самых древних хаскалинских башен до реставрации. Так что одна из самых древних, так сказать, да, 10, 11, 12 века. Так что вот так вот, друзья, неспроста начал я разговор об Аухе. Дело не в том, что, опять же, валлахи, биллахи, талахи, я клянусь именем Всевышнего Аллаха, эти ребята меня не просили делать рекламу, но насколько я люблю свой народ и насколько я сильно люблю своих братьев-ауховцев, своих братьев-кистинцев, своих братьев-мухаджиров, которые живут в Иордании и Турции, все, что они делают для нашего народа, для развития патриотизма, для меня это очень важно. Так что у них есть страничка в Инстаграм, если я не ошибаюсь. Вы можете зайти, посмотреть, я точно так же его нашел. Если данные непосредственно хозяин этой страницы будет здесь, если нет же, я постараюсь его выставить. Заказывайте, копейки. В любом случае, для настоящих патриотов это небольшие. В дальнейшем, если у нас будет возможность, если у нас непосредственно будут донаты, будут донатить и нормально будут стримы, я обещаю, что буду у них заказывать партиями и обязательно, иншаллах, раздавать нашим подписчикам. Но это, опять же, зависит от активности наших подписчиков, которые могут, внизу экрана вы видите прикрепленные наши данные, можете отправлять, донатить, и мы будем или разыгрывать, или наиболее активным, патриотически настроенным ребятам будем раздавать. Аух Стайл называется, абсолютно верно, вот страничка его, заказывайте. Я думаю, что мне она очень понравилась. В 2 версиях я заказал. Одну версию они мне подарили, вторую версию я отказал. Хотя они оба хотели подарить, я отказался. За одну я заплатил, вторую они мне подарили. Итак, этот вопрос закрыт. Надеюсь, что всем понятно. И тем нарнийцу, который любит заходить сюда, вечно ныть, что якобы мы ауховцев насильно заставляем, силой угрожая, заставляем их называть себя ногчу, показывают вот. Аух стайл, стиль, без разницы. Как хотите, так и называйте. Эти ребята проявили настоящий патриотизм, делают хорошего качества вещи. Я надеюсь, я постараюсь максимально не стирать ее, чтобы надпись следующую, конечно же, я попрошу еще, договорюсь с ребятами, если получится, нужно, чтобы они вот эту надпись на спине и на груди ногчу, если будут вышиты нитками, чтобы после стирки оно не уходило там через определенное количество, будет вообще круто. Я понимаю, что это будет чуть дороже, но и все-таки, валейкум ассаламу рахматуллахи баракату, это будет намного круче. Вот такая вот система. Вот такие вот дела. Итак, за все это время, в течение недели, опять коротко хочу пройтись по одному вопросу. Уважаемые друзья, мне в директ скидывают очень многие фотографии, якобы там переделанные, ставят лицо, там ставят фотографии, где мое лицо и так далее и тому подобное. Присылают фотографии нашей сестры Марьям. Я хотел бы коротко высказаться по этому вопросу. Кроме меня, и по себе я уже отдельно скажу. Во-первых, те люди, которые скидывают вот эти фотографии, ставят, показывают предыдущие фотографии этой девушки. Я хочу сказать так. Во-первых, эта девушка на период, когда делали эти фотографии, она, если я не ошибаюсь, была даже другого верования. Она не была мусульманкой на тот период. То есть набожной, прямо чтобы ходило все по правилам и так далее и тому подобное. После этого она образумилась, закрылась, сделала тобу. Сегодня она себя показывает как достойная сестра-мусульманка. Раз. Кроме того, что она приехала сюда, и до тех пор, пока она не приехала сюда и не сделала фотографию рядом с исконно чеченскими башнями, об этой девушке я не знал и никто не знал. И я с ней не встречался даже до этого периода. И эта девушка
посмела, оказывается, стать рядом с исконно чеченскими башнями и сказать то, что на протяжении последних 7 лет говорил и глава Чеченской Республики Мехда Рамзан Ахматович, председатель парламента и в том числе ваш покорный слуга Башлам. И эти слова были очень простыми. Ни один человек не смог прийти и доказать, что эти земли являются ингушскими. Ни один человек. Я вам еще раз это повторяю. И 1000 раз повторяю. Не смог доказать. И кроме этих слов, эта девушка ничего не сказала, которые она услышала. Она рассказывала это и в прямом эфире у Кудусова, и при встрече со мной, когда мы были в прямом эфире. Это все есть в интернете, это есть все на телевидении. Ничего нового она не сказала. После чего напали как стая гиен, начали искать какие-то фотографии ее, которые она до того, как сделала тобу, до того, как она что-то сделала, закидывают фотографии, где она работала моделью, и берут на себя огромнейший грех. Страшно большой грех. Почему? Потому что Всевышний Аллах, тот, кто знает хотя бы чуть-чуть религию, должен понимать, что человек, который когда-то занимался чем-то плохим, он оставил это ради Всевышнего Аллаха и сегодня соблюдает ислам, произнес шахаду, ведет себя достойно. Можно ли после этого заниматься вот такими вещами или нет, вам расскажет любой мулла, любой правоверный человек. Да они не мусульмане, Башлам, это есть ученики, да, кому ты говоришь? В любом случае, да, и я это понимаю. Поэтому все люди, которые этим занимаются, и плюс, все, по Марьям я закончил. И те люди, мои братья, которые скидывают фотографию там, которые там про остров Эпштейна и так далее и тому подобное. Уважаемые мои братья и сестры, я никогда в своей жизни не говорил, что я являюсь таким белым, пушистым, правильным во всем. Я был молодой, я был очень нехорошим человеком. Что творилось там когда-то, где-то, я сидел, взяли фотографию, где я на природе со своими однокурсниками сижу там на рыбалке, подкатил джинсовые штаны и так далее и тому подобное. Закидывают и думают, что вот это может повлиять как-то на мою работу. Работу, которую я черпаю вот с этих лживых ваших документов и книг, где вы наглым образом, проработав еще когда у нас была совместная родина, Чечено-Ингушская автономная АССР, когда вы с 1960-х, 70-х, 80-х, 90-х годов проявляли подлость по отношению к нашему народу, потому что иначе это никак не назвать, потому что вы называете там, нас кинули, предатели, что мы должны молиться на вас за то, что благодаря вам нас не утопили в Каспийском море. И все остальное, вот эта работа, который я веду по документам, она не прекратится из-за того, что вы покажете мне, я не знаю, даже купающимся где-то. Мне абсолютно, вы на себя берете этот грех. Валлахи, биллахи, талай, со своим родным братом, астеол кюгдяхиндала, асун кёрте, баттёкшвала, и санани, и саишила, саижрибат, вежриби, санани, и саненишила, это мое личное дело. Какое это имеет отношение к той истории, культуре и так далее и тому подобное. Если вы думаете, что каждый блогер Бяхмабилаш если вы думаете, что это каким-то образом может изменить ход работы, повлиять на меня, это абсолютно не влияет на меня. Абсолютно. По-братски, знаешь, чего я удивляюсь?
Так. Вот наши, вот мусульмане, вот. Еще Тансила Чапановна, Чапиева. Чабиева. Когда телевидение обсуждало, что ночь ингушек. Почему про это никто не говорит? Я понял. Выше колена сидеть. Я понял. Говорит о прошлой ночи ингушек, как это вообще? Почему на это реакция? Я понял твой вопрос, но хочу тебе сказать так. Это их личное дело. Причем эти же люди, которые хаят меня за то, что я там сфотографировался в футболке, брат мой в майке. Причем какие-то, вы знаете, что самое странное и самое непонятное у этих людей. У них, у всех, именно у этих людей, которые занимаются этой фитной, у них мозг работает как-то не как у обычных мусульман, братьев, нохчи, галга, войнахи, как у них не работает у них, называйте как хотите. Они всегда говорят про какие-то ЛГБТ-сообщества, они какие-то ориентации у них ненормальная. У них всегда они любят говорить про какие-то, извините за выражение, интимные места родителей, чужих людей, которых они не знают, мертвые, я не знаю, их как геронтофилами называйте, некрофилами называйте. Я не знаю этих людей, но у них просто, они помешаны, они думают, если они такие, и их психика настолько больная, они думают, что нормальные люди точно такие же, как и они. Другого я просто-напросто не вижу, объяснения нет другого. Я заскакивал и говорил, что я рассказываю по документам, что я рассказываю по истории, как я разговаривал со своими братьями, которые сегодня вплотную работают с норвами, шведами, датчанами, с немцами, с лезгинами, с адыгами, с карачаевцами, с балкарцами. Мы работаем с грузинами и армянами, и с некоторыми даже дагестанцами. Мы работаем, те, которые к нам относятся хорошо. Мы работаем с ними, если у нас есть какие-то общие исторические материалы и интересы. Даже с некоторыми ингушами мы работаем. И само собой, днем и ночью пишут, до меня доводят информацию, все, что происходит, наши братья Уарстхой, у которых есть какие-либо информация или исторические какие-то справки или документы скидывают. Многие видео делают сами Уарстхой, мне присылают. Особенно большое баркала моим братьям Галай, исконно чеченскому тейпу галаевцам. Они особенно активно помогают и делают все, вот, находят вот какие-то исторические ролики именно про народ Нахчо, про башни и Галанчож. Они делают и присылают. Эти надписи, все от них. Да, они приезжают, и мы общаемся, и у нас нету с этим никаких проблем. И в гости приезжают, альхамдуллах. И мы выезжаем. Это сам нормальный человек. Поэтому, что люди, я прошу вас, если вы увидите где-то эту фотографию или какие-то видео, не обращайте внимания, не пишите там ничего, не нужно. Валлахи, биллахи, талахи, у религиозных людей, которых я спрашивал, они говорят, кроме того, что они очистят и заберут с тебя грехи, аз доцек, сюах доцек квалендол, сюах савешах квалендол, тем более кам сисас дештар дитиндол хум. Тем более, етье больше калмаайо челхум шсанна, как оно, закрытыми аватарками, которые они выкидывают, мне ни тепло, ни холодно. Я как работал по документам, так и работаю дальше. И нет у меня наставника, и нет у меня руководителя, и мне за это никто не платит. Все, кто мне помогает, это те люди, которые во время эфира присылают донаты. Вы знаете, их самый крутой вечер, когда их собирается, их бывает 10 человек, 12 человек, не больше. И эти 10-12 человек, которые там, кто 500 рублей, кто 150, кто там 1000 рублей, кто присылает, это есть те, которые 50 присылают. Это никак не играет и не делает мне ни зарплату, ничего. Да, я покупаю книги, вот такие, вот такие, вот такие, сколько угодно. И в этих книгах я достаю материалы, я публикую для кого? В первую очередь для своего народа, для своих подписчиков, для взрослых, молодых, старых, все, кто проживает в России, в Европе, в Иордании, в Турции, в Грузии.
Я пишу обо всех и обо всем, все, что касается нашего народа. Если нас не трогают, мне дела нет. Прекрасное взаимодействие с моим братом, которого я вечно ругаю, с Русиком, который немножко у нас всегда уходит в какие-то дебри, то с кифами, сарматами, ушел он сейчас пока в скандинавских дебрях там. Я читаю его, смотрю, все, что касается, в основном нужное о нас я у него беру. Поэтому по Сунжинскому, по Малгобекскому району, по 90-м годам, альхамдулилля, дересхил, с одной стороны, этим людям, которые пишут вот эти вот книги. Вот такую вот книгу. Я говорю, в этой книге сейчас... Вот в этой книге сборник документов и материалов Ингушетии в политике Российской империи на Кавказе 19 века. Вот в этой книге. Вот в этих книгах все документы, в основном, что касается политических моментов, которые были написаны в 80-х, 90-х, 70-х годах, они откопировали и загрузили, напечатали их в своих книгах. Огромная благодарность Мальсагу Заурбеку, да, Дуквахуале. Он очень честный, справедливый красавчик. Вот за то, что он написал сперва вот эту книгу, а потом вот эту. Это тейповое общество Мальсага Хосейнуар, да, Дуквахуале, да, Мокшел Латвельцун. Я его не знаю, мы с ним не знакомы, но работу, которую он провел, которую я прочитал, я поясню. Нет, там дело не в том, что там какие. Люди, которые заходят и начинают обсуждать исконно чеченские тейпы, люди такие, которые называют себя историками, исследователями, работниками Российской академии наук, кандидаты исторических наук, исследователи, которые говорят, что чеченцы якобы это все смешанное и так далее и тому подобное. У нас сегмент чистый и так далее. Эти книги показывают, что там огромное количество проживает, во-первых, чеченцев, во-вторых, кроме чеченцев там еще достаточно. То есть, что в Чечне, что в Ингушетии, разницы нету. Просто Чечня большая, и здесь народ больше. Это не так сильно заметно, и у нас их не так много. А вот там, где территория маленькая, и народ маленький, там 490 тысяч, из них по докладу, который был сделан в Грузии, они говорят, что 486 тысяч по официальным данным населения соседнего региона нашего, да, как они любят, не называя имени, мы будем говорить, соседнего региона. Из них 96 плюс-минус 100 тысяч чеченцев. Из них 100 тысяч чеченцев они указывают. Но в этом же докладе, альхамдулилля, по воле Всевышнего Аллаха, сами врут и сами себя разоблачают. Здесь один врет, здесь приезжает в Грузию, зачитывает документ, как они говорят, это достоверный документ. Публикуется этот документ на 3 различных языках. Причем представители, эти документы, которые представляют, это как представители соседнего региона, это либеральные СМИ, это те, которые уехали, прикидывались чеченцами, сегодня живут в Берлине, в Германии, в Финляндии, живут, сдаваясь под чеченскими именами, а потом стали, оказывается, другой нацией, приехали туда, чтобы оклеветать и назвать чеченцев вымышленные в чужих животах. Эти врут, эти их блеф показывают. Просто прочитаешь 2 документа, видно, что один врет, а другой раскрывает его ложь. Я начал дальше читать документы по этим вопросам. Вот в этой книге, когда я начал про общественные организации читать, там столько компромата друг на друга накопано, выложено. Я даже их фамилии не хочу называть. А эти люди сегодня больше всех обливают грязью весь наш чеченский народ. Вы не поверите, самые титулованные, самые крутые, которых они называют, те, которые якобы работают, там и все, и Богатырев, и Сейнарев, и Кадзоев, и все вместе фактически взятые. Я даже некоторые фамилии даже не знаю. В 90-х годах то, что происходило, это вообще там сплошной хаос.
И благо, они везде озвучивают и говорят, что ни в чем чеченцы никогда не помогали во время реабилитации, во время создания Ингушской республики. Как не помогали? Вот в этой книге сам Бимбулат Богатырев говорит, когда никто не поехал, те люди, которые должны были даже поехать на заседание парламента, или как он в то время назывался, СССР, о создании Ингушской республики и об этом остром вопросе, кто обсуждал с делегатами съезда? Чеченец Саламбек Хаджиев. И благодаря ему этот вопрос был донесен до руководства. Там много очень интересных моментов. Опять же, я занимаюсь или рассказываю вам это не потому, что там меня как-то пытаются задеть, там, мою личность, моего брата и так далее. Там, это никак не влияет на этот вопрос. Абсолютно никак не влияет. Есть четкая позиция. Вы не трогаете нас, не задеваете нас, мы обсуждаем только свою историю. Нам до этого нету дела ни до кого. А сколько там моментов, когда как раз в преддверии 23 февраля, вы не поверите, вот я вчитался... Это пошлам, знаешь, Алитла. Это не наговаривайте на нас, и мы не будем говорить про вас правду. Да, можно и так сказать. Бяхмабилов. Что я хотел сказать, что в этой ситуации по 23, как раз сейчас в преддверии этой трагической даты 23 февраля, вы не представляете, в документах 90-х годов, 80-х, 89-х, 90-х, 91-х года, они уже в то время во всех своих документах в основном пишут депортации ингушей. Валлахи, биллахи, талахи есть там эти моменты. С тех пор они не пишут депортация чеченцев и ингушей, как мы пишем везде. Массана. У нас руководитель, глава региона, председатель парламента, председатель правительства всегда говорит депортация чеченцев и ингушей, депортация чеченцев и ингушей, депортация там в войнах и так далее. И тому подобное. Разные версии. Все. У них, в том числе, это же пишут непростые люди, начиная там от народных депутатов и так далее и тому подобное. Фаргиева, который там очень любит кляузы писать в Фейсбуке, грязь выливать, назвал меня Геббельсом, кажется, он назвал, за то, что я разместил у себя на футболке карту, на которых исторический ареал проживания чеченцев. Он взял эту карту, расписал целую статью, философию туда добавил, политику. Назвал меня вторым Геббельсом, что я хочу забрать земли там у Дагестана, вплоть до Каспийского моря, забрать половину Дагестана, половину Ставрополя, половину Северную Осетию забрать, Ингушетию забрать, что я такой Геббельс, и этот человек, который на каждом повороте, это я про того, который живет за границей, те, кто в Фейсбуке знает, о чем я говорю. Про него, что в этой книге написано, это просто ужас один. Одно то, что он был в какой-то компании, где, как говорится, ладно, я не буду с ними, как говорится, сравниваться. Ну да ладно. Вот по этой ситуации хочу, чтобы было понятно, что нам абсолютно дела нету. Валлахи, биллахи, талахи, мне дела нету до вас, если вы не затрагиваете нас. Ну, а то, что вам не нравится или вы считаете где-то, я еще раз повторю,
Вот этот ролик, где якобы старый больной человек с различными патологиями, раздетого, его сделали оппонентом меня, тех грехов у вас добавится. Башлам, ты наш Дугин, идеолог чеченского. Нет, с Дугином не сравнивай, но я дал просто чеченский патриот, который пытается что-то сделать полезного. Ты не разделяешь, не хотелось бы верить, но хочу убедиться. Ты не разделяешь, что обозначает грязя или гроза 6 семерок. Что разделяешь? Я не понял, о чем ты говоришь вообще. Поясни, пожалуйста. Я всегда открыт. У нас сейчас в данный момент идет эфир. Идет эфир через Instagram, YouTube, Telegram, Facebook и TikTok. Я не знаю, Ибраим вроде бы TikTok тоже подключил. Все платформы, где вы хотите задавать вопросы, у вас есть прекрасная возможность задать вопросы. В YouTube, если вы напишите, Ибраим сразу выложит этот вопрос на экран или пришлет мне, скинет его в WhatsApp. Точно так же, ва алейкум ассалам, ауховские волки. Когда приходит донат, я жду там в течение часа и называю имя. Если это Апти, говорю Апти. Если это Мухаммад, если там есть имя. Если там написан тейп, я говорю тейп. И зачитываю. Ничего я от вас не скрываю. Единственное, я не называю суммы. Почему? Потому что это не большие суммы, чтобы их называть, во-первых. Во-вторых, я не хочу там очень много простых людей, из-за этого я и не говорю такие вещи. И очень много людей из ингушей, которые тоже донатят и просят не называть их имени. И я их не называю. Башлам, можешь зачитать все сообщения от начала. Много интересных сообщений пропускаем. Я сейчас могу отвечать. Сейчас, если я буду назад идти, я боюсь, что мы потеряем уйму времени. Если вы написали какой-то вопрос, скопируйте его, отправьте обратно, я обязательно отвечу. Это ладно. Почему я в блоке Чабиевой? Я даже не контактировал с ней. Ну, значит, к тебе такая вот любовь. Я не знаю, я на нее не подписан. Столько про нее мне присылают, страшно просто, огромное количество. Арстхоевские волки находят столько материала про нее, про все ее выступления, интернет-выступления, кастинговые выступления. Вот эти иностранным этим, они столько мне нарезок прислали, что я часть лагает начало. Я сам Орстхо, Мушхо, но не могу помнить тех, но не могу понять тех моих соплеменников, кажется, которые говорят, что это именно их знак, а не общий, про нарнийцев. Я вообще могу что-то говорить про этот солярный знак. Что я или кто-либо. Этот солярный знак находится по всей территории Нохчичуя. От самого востока
заканчивая Западом. Конечно же, он не принадлежит никому. Если на то пошло, эти солярные знаки есть, допустим, в Древней Индии. Кто хочет посмотреть, есть возможность. Эти знаки есть если я не ошибаюсь, у ацтеков, майя и гуронов, кажется, в Южной Америке есть эти знаки солярные. Эти знаки есть в Северной Америке у коренных американцев. Вы можете посмотреть. Эти знаки есть у славян, особенно этих старорусов, или называют, или как их называют, те, которые занимаются своей историей, среди их рунов. Эти знаки есть у индусов. То есть у тех людей, которые есть с древности, эти знаки есть. Как мы можем говорить, что это только наше? Нужно быть очень осторожным с этим высказыванием. Этим солярным знаком, петроглифом 3,5-5 тысяч лет. Они есть по всему миру, особенно у древних народов. И как вы думаете, потянет ли тот человек, который говорит, что это только наше, с этими людьми? Маловероятно. Эти знаки я скажу так, эти петроглифы и знаки есть у древних народов. Поскольку нохчи народ является одним из древнейших народов, автохтонных народов, поэтому они есть и у нас. Опять же, мы до сих пор примерно знаем только переводы этих знаки и петроглифов. Что касается самих петроглифов, какие норнийцы могут претендовать на эти петроглифы, когда на всей их территории общим взятом, я не говорю про новонарисованные, если их нету даже сотни или две, а на территории сотни нету. А на территории Чечни, по последним данным, их не повторяющихся, то есть не одинаковых, до 600, 500-600. Я разговаривал с нашим археологом, Султаном, и он сказал, нет, назвал эту цифру. Все эти работы есть в академических вестниках, научных вестниках, но ни Танзеля и остальным горе-блогерам и норнийцам, им некогда читать научные работы, они пытаются привлечь внимание, им хочется, чтобы Академия наук Чечни, руководство Чечни обратило на них внимание. Не свои-то, ладно, там, где платят, там и танцуют. А вот чтобы обратили, назвали, чтобы вот на этом хайпе можно было подняться. На самом деле это не стоит и выеденного яйца. Вот так скажу. Так что вот так вот. На этот вопрос мы так ответили. Так, Башлам. Башлам, так, закончим, у меня одна тема была. Сейчас, Башлам. У монголов они тоже есть, особенно на боевом флаге. Да, есть. У монголов тоже есть. Так, итак, сейчас к нам с вопросом или с идеей, я не знаю, хочет выступить наш брат. Хэшу, кем тебя назвать? Скифом, сарматом? Ты что тут пропадаешь, пошла? Это не я пропадаю, это связь пропадает. Тебя хорошо слышно, говори. Четко, смотри, Ашпенник. Как ты относишься к той теории о том, что мы синокавказская языковая семья, мы изолированные, наши родственники являются только сюли? Советской пропаганды. Я являюсь крайне негативно и говорю, что это недостоверно. Полная ерунда. Да, среди сюли, вот смотри, у нас есть небольшая проблема. Руслан, сейчас я тебе отвечу еще один момент. У нас есть одна проблема. В народном преданиях, вот в народных наших разговорах, у нас все, кто проживает за границей, то есть на территории Дагестана, мы называем их сюли.
Но это не так. У нас там есть братья, древние потомки Лекоса, это лезгины в основном, Лезги. лезгой по-нашему. И лезгой бувайн, войцане, долша, тебя к набу, что они древние, со своей древней историей, со своей культурой, со своими языками. Против них мы ничего не имеем. А вот остальные, вот те особенно, которые пришли с Тамерланом, до Тамерлана, с персидскими завоеванием, шахами и так далее и тому подобное, которые были туда заселены, или грузинами, когда грузины владели этими территориями обширными в Дагестане, эта часть была под Грузией, по крайней мере, так говорят документы. Вот в то время, кого туда подселили, как их посадили и кто они, которые сегодня что-то говорят, мы почему-то называем. Сейчас ты говорил бы? Да, соверно. Просто я с чего поражаюсь, вот это чистая советская, сталинская пропаганда. Знаешь, да, скорее всего, это, знаешь, была такая сталинская политика, употреблять народа без имперского прошлого. Да? То есть, что обычно делали? Смотри как. Нас, чеченцев, официально энциклопедии писали как бандитами, да? Тот же Абаев, да, осетинский суверен, не мог даже нас упоминать. По кавказскому субстрате, да, там много таких моментов есть. Смотри как, нашу историю как исказили, только мы учтем. Жизнь были изолированным народом, то, что мы никогда в жизни не были на равнине. Моря не видели. Наши максимальные, вот кто является нашими родственниками, только вот дагестанцы. Да, то есть и вот такие мы всю жизнь. Это Абаев написал? Семья. Это Абаев написал? Не Абаев, не про Абаева говорю. Абаев, когда писал о кавказском субстрате осетин, он не мог упоминать чеченцев, то есть. Ага. Там такая своя Соколская, он даже чеченцев не мог упоминать, то есть нас, да, из-за политики, которая против нас была настроена. Но я, в общем, о чем говорю. По этой просто ереси, теория, полная ересь, смотри. Нам, по идее, смотреть на эту гипотезу, нам китайцы ближе, нежели европейские народы. Помните? Да, я знаю об этом. Да, я читал об этом. Эта теория принадлежит... Слушай, эта теория принадлежит... Хозяин, эта теория принадлежит буквально вот сейчас, последние 20-21 веке начали ее почему-то очень сказывают, что мы относимся адыго-нахской языковой группе, абхазо-нахской, адыго-нахской языковой группе сигнала. Ага. Вот вернули. Вот пошла. Как ты думаешь, какую семью мы все-таки уходимся на Кавказскую, либо индоевропейскую? Вот Арби Вакап утверждает, что мы являемся индоевропейцами. Я с ним солидарен, на самом деле. Ну, к индоевропейской, конечно, относимся ближе. Вот это, ну, опять же, здесь вопросы
Ну смотри, если взять тот же даже китайский язык, китайцев взять, да, у Китая мы никакого плохого отношения у нас не должно быть к китайцам. Это одно из древнейших цивилизаций, которые могут многим дать, как говорится, фору. Индейцы, индусы и китайцы это древнейшие цивилизации. Поэтому здесь никакого вопроса к ним нету. Но что касается Чабиевой, где она прямым текстом оскорбляет народ Чечни и посылает нас на 3 буквы. Интересно, куда смотрит муж и тейп Чабинян. Я перехожу на ТГ, пишет Дзурдзуки. Этих, но я не знаю, неужели ей не стыдно перед своими... Нормально VPN, да, пошла, хочешь тебе нормально VPN скину. Да при чем тут VPN? Может, есть VPN проблема?
маршрутизаторы, ари, вожи, чай, яча, война, телеком, ищ, болбя, щук, боды, где исла. Так, сейчас, так, трансляция, видно меня? Он прав, Инстаграм вообще не работает у тебя, даже картина зависает на 5 минут, 10 минут, непрерывно. Друзья, тогда переходите на телеграм-канал, и через телеграм я включил там камеру, можете посмотреть там, я не знаю, почему, у меня все показывает, все вроде бы работает. И картинка четко показывает Сунханса и Хунду. Я не знаю, что еще сделать. Теттер Махбела и маршрутизатор, Эрзаказин, Хаян. Это Адеди Дуэл. Я не знаю. Я вижу четкую картину, все хорошо. Вижу ваши сообщения. Нохчу Мержу, Аль-Хая, чуть-чуть сообщение шкушу. Ладно, пока остальные задают вопросы. 2 человека сегодня задонатили. Это Саид Мухаммад и Сурхо. Сурхо Саид Мухаммад Чушиндере Схил, да, Духуауэль. Будущник Эзашка Соду улетел. Вот 2 человека сегодня задонатили. Им огромная благодарность за поддержку. Вот ищ Хамакачня, вы Таол Хакачна. У меня показывает твой Инстаграм. Я не знаю, у кого-то у других, видать, не показывает. Вроде бы у меня показывает четко, когда прерывается сигнал, там прямо пишется сигнал прерван. А так, я не знаю. Продолжить. Все, ну, я продолжить забыл нажать. Вроде и в Инстаграме работает, и здесь. Поэтому за культуру, за ее, так сказать, стилистику речи я не могу отвечать. Как что видишь, ну, тему тоже поднял бы. А? Как закончишь, как ответишь, мне слово дашь, кое-что сказать тоже хотел. Хорошо, поэтому я хочу, чтобы было понятно. Читал у кого-то, что Бейбарс в арабских источниках проходит за Шашан. Что можешь сказать по этому поводу? Могу сказать так. Если ты скинешь источник, я проверю достоверность источника и скажу. Многие вещи не являются достоверными, поясняю почему. Потому что Шашанами нас назвать арабы, есть определенный период времени, когда они нас начали называть. Бейбарс, Волчхайна, называли ли нас арабы шашанами, у меня нет никаких доказательств этого. Потому что у меня приходило много документов, где говорили, что вот 9-10 века Бусулдин, Амош, Нохчи, Эльманч, Хиллагари, мы проверили, перепроверили, оказалось недостоверным. Фейки распространять, быть нарницем я не хочу и вам не рекомендую. Что касается Бейбарса, возможно он был, возможно нет. Скинь источник, где-то, если ты прочел, скинь источник, мы проверим источник, достоверность этого источника и опубликуем. Пускай миллионы людей знают правду, а правда заключается в том, если она такова есть, что Бейбарс являлся потомком чеченцев. Вот только так можно делать. Где-то читал, слышал, мне коротко рассказали, без цепочки мы не можем этого делать. И тебе я не рекомендую, Савош, такое делать. Почему? Потому что завтра в лицо могут не сказать, а за спиной скажут, да, чуть-чуть, этя. Это не очень нас украшает, и я не хочу, чтобы мы становились нарницами. Будьте осторожны с такими вопросами. В лицо могут не сказать, так, а за Рустам, спиной пока скажут, вопросов да, нету. Это не очень нас украшает, и я не хочу, чтобы мы становились Лоша, можешь про нарницами. Будьте Зингл осторожны. рассказать что-нибудь. Собордилович дал весел, Рустам, чтобы пока было вопросов понятно. нету, Уважаемые друзья, про тейпы, Зингл, можешь я про обычно печатаю. Зингл рассказать что-нибудь. Собордилович дал весел, чтобы было понятно. Уважаемые друзья, про тейпы,
Зингл, хуях, сарах, ляц. Я обычно печатаю. Про тейпы, если я начинаю говорить, каждый заходит и говорит, шей тейп надеется, хара. Я скажу, так могу сказать, и кей, и зингл, хуай, и все остальные вместе взятые, это эхкайбаш. Шабеш эхкайбат, ахвох, кали, ахмерзи, шамел, беше, это все одно. Духар, ахмерзи, ювох, кали, и все это взаимосвязано. Шабеш эхкайбаш. Цен ночи тейп нажду. Зингл, километрик, еще ночи чую, я могу тебе вот коротко так сказать. На нашей странице ты очень много что найдешь. И про зингл найдешь, и про эхко найдешь. Нужно пролистать там 18-е, 19-е года, 20-е года. Там очень много статей про лам эхко. Там же найдешь про зингл. Просто я понимаю, все заходят, последнюю новость посмотрели, хапа, интересно, лайкнул, пошел, вышел. А потом задаете вопрос, который я 1000 раз уже говорил и обсуждал. Руслан, слышал? Ой, смотри, касательно насчет Аллану, Сармату, Бескиху, да? Так. Ашиник. Собрал? Ничего, если у тебя нету источников, мне не рассказывай, хорошо? Что завтра могут вырезать. Есть. Тебе вот если есть источники, Рустам, рассказывай. Если нету источников, желательно, если будешь ссылаться, это будет вообще великолепно, чтобы люди могли себе потом найти это. А то очень ищется. Все источники, война. В телеграм-канале «История чеченцев». Там все источники есть. Что буду сейчас говорить. Ну, ходи целых, все. Если интересно, пошла тебе в личку скину, хотя ты в моем канале сидишь. Я там все читаю, проверяю, но я только... И смотри, насчет Ашельник, насчет Скифу, да? О том, что Миллер и Клапперат от своих рассуждений записали в ираноязычных народов, это очень сомнительно. На самом деле Скифу начали изучать недавно. На наших глазах и начали в натуре изучать. То есть, а с чего это вдруг скифы стали ираноязычными? С каких пор скифы стали ираноязычными? Это Клапперат и Миллер, вот они как-то предположили. Ну, предположение, это же еще не аксиома. Потом эту версию, теорию подхватил Абаев, да? И Абаев развил на своих основаниях, типа о том, что да, действительно, это были ираноязычные, в Советском Союзе это закрепили, потом после развала Советского Союза эта версия пошла по всему миру, так скажем, вот так закрепилось это. Но это является всего лишь гипотезой и версией. Есть такая же гипотеза. Рассказывай. Скифы были туркоязычные. Так. Такая же гипотеза, что скифы были туркоязычные. И эту гипотезу сейчас называют на Казахстане, на тюркских странах, так скажем. Да? А на самом деле нет одного доказательства тому, что они были иранцами или тюрками. Тот же Миллер, как предположил, что они были ираноязычные, он взял имена скифов, да, и расшифровал их с помощью иранских языков, да. Но как пишут, в те времена иранские имена не были распространены на Востоке. Масала, да, пример скажу. Вот сегодня у нас, да, на Кавказе распространены арабские имена. Но мы же не арабы, мы же не семиты, мы же не становимся арабами с этих имен. Ну, я не могу сказать, что это не так. Я не могу сказать, что это не так. Возьмем дальше славян. У многих славян, еврейские имена. Это же Иван. Иван это от еврейского. Оставь евреев и русских, оставь, я понял твою идею, оставь другие нации, наши рассказывай. Я просто пример говорю. Из-за имен мы же не становимся теми, да? Ну да. Просто масулоны. И вот Миллер просто взял имена скифу, расшифровал с помощью этих имен, то есть с помощью иранского языка, и все, вот они были иранцы. Он даже не брал скифские слова, он брал имена. Но греки, спасибо грекам, греки записывали скифские слова и писали их значения.
Лично я сейчас пишу, беру эти слова скифские, и там много слов, так скажем. Очень много наших слов там. Я сейчас это все пишу, хочу в один день это все забрать и опубликовать, да, хотя не являюсь лингвистом, либо филологом. Смотри, обязательно. Руслан, тебе как бы такое напутствие. Обязательно, вот ты берешь скифские слова, откуда вот ты взял, в какой книге ты взял, фиксируй это, чтобы завтра люди не говорили, что это от тебя. Вот, здесь берешь скифские слова, с какого там учебника, словаря и так далее и тому подобное, здесь уже ставишь непосредственно наши. Так, анализы, думаю, если эту работу даже можно будет, если ты нормально наберешь, как раз ты к 4-му, к 5-му курсу можешь хорошую кандидатскую готовить или в аспирантуру себе подготовить, это будет великолепно. У тебя же есть факт? Там очень много наших слов. Вот, да, сейчас потихоньку учусь я. В общем, пошла. Нас из Хайон, Ашвини, как обычно говорит, то, что скифы, они были выходцами из Азии, то, что они с Азии пришли. Но русские с тобой не согласятся, русские говорят, что нет. Не, вот в том-то и прикол, смотри, есть вот свежие данные археологические, генетические о том, то, что родина скифов – это юг Украины, юг России. То есть Ростов-на-Дону, это Передний Кавказ. Да. Вот их, они здесь появились. Они в Азии, не с Азии пришли. Видите? Ну, русские ученые точно так же, российские ученые утверждают, что южная полоса Российской империи, России, это является якобы родиной скифов. Но, опять же, они говорят, что они пришли оттуда, где-то с области Урала, Сибири, некоторые говорят, опять же, не полностью. Некоторые говорят, что с Алтая пришли, где бы что бы ни было во время великого переселения народов, сегодня откуда они пришли, куда они пришли, где осели, их относят их к южной части России, имеется в виду Поволжье, Дон. Но мы с тобой сталкиваемся с другой проблемой. Мы-то прекрасно знаем по работе Гурама Гумбы, что чеченцы же жили вплоть до Дона. Почему скифы не могут иметь субстракт? Почему скифы и мы не можем иметь один субстракт? Это южная часть, поэтому над этим тоже. То есть много вопросов, на которых нет ответов. Смотри, пошла. Возьмем скифские топонимы, да? Скифские топонимы. Это, к примеру, слово Дон, Днепр, Днестр, да, вот это скифские топонимы. Я опубликовал пост, что эти топонимы переводятся только с нашего языка. Видите? Вот даже берем топонимы скиф. С нашего языка легко, то есть можно расшифровать. Топонимы или гидронимы ты имеешь в виду? Ну, скифские слова. Я понял. Ты имеешь в виду Дон, Днестр. Я просто говорю тебе, Дон, Днестр, то, что ты перечисляешь, это гидронимы. Это не топонимы. Ну, это гидронимы, да. Гидронимы говорить. Я привык к топонимы говорить. Это с нашего языка легко можно расшифровать, растолковать. То есть, видите, я брать тоже пост делал. Просто, знаешь, пошла, если наша академия это возьмет, дальше я могу все эти... Наша академия, наша академия никто ничего не возьмет. Если мы потихоньку эти наработки ты будешь собирать, да, если я избавлюсь от этой своей проблемы, я уже потихоньку собираю на свой жесткий диск материалы для того, чтобы... Смотри, пошла. Собираю все эти материалы, но в дальнейшем для публикации книги, если ты соберешь этот материал и он у тебя будет, мы в эту книгу внесем как исследования, твои исследования, над которыми ты работал, искал, доказывал, проверял, поэтому ничего не пропадет. Сегодня надеяться то, что это кто-то из Академии наук сделает, если у тебя там нету кого-то, с кем ты уже договорился, это маловероятно. Смотри, вот я познакомился с многими лингвистами, археологами именно Западной Европы, из Дании, Швеции. И историк ученых, они у меня есть на связи. Вот я им обсуждаю насчет скифов, да, они соглашаются с многими. Вот даже эти же европейцы, они соглашаются о том, что навряд ли скифы не были азиатским либо иранским народом. То есть
Они по антропологии были кавказоидной внешности, то есть европоидной внешности, так скажем. Но многие скифы они эмигрировали в Азию и оселись местным населением. Они изначально были кавказоидной внешности, хайна, говорю, что они были азиатами, либо там африканцами, не знаю, кем-то, ну, кавказоидные, там дари точно, еще европоидных там дари. И смотри, дальше вот, я насколько это все изучал, нету ни одного иранского народа, который свое происхождение связывал бы со скифами, либо со скифией. Но каждый европейский народ свое происхождение связывает со скифами, со скифией. Те же шотландцы, те же ирландцы, те же немцы, те же шведы. Я разбирал их тептарш, да, тептарш их. Они пишут, мы вышли из скифии, мы дети скифу. Вот мы скифы. Вот есть одна книга, называется «Ирландская родословная». Это ирландец писал эту книгу. Он там тоже пишет, что каждый европейский народ, ирландцы, шотландцы, немцы, скандинавы, там, вот тоже не вышли из скифии, они являются скифами. И шотландский тептарш, да, тептарш это раннего средневековья и средневековья, да, такой период. Они тоже пишут, что они являются скифами, вышли из скифии. Но нету такого иранского народа, который свои тептарш писал о том, что они вышли из скифии, и они являются скифами, но наоборот, они враждебно относились к этим скифам. У них не было брачных союзов. Они друг за друга даже... Я понял твой вопрос. Я понял то, что ты рассказываешь, но эта теория, то, что они пытаются навязать, это недостоверно. Мы тебя поняли, услышали, и то, что ты работаешь над этим, это очень хорошо. Я понял, о чем ты говоришь. Потому что сейчас несведущие люди, которые сейчас сидят в эфире, они в этой, если не глубоко специализированы в этой области, они немножко не поймут то, что мы с тобой говорим. Сундера, сейчас общую тематику по истории пронесем. Есть у тебя что по истории рассказать? Задавай, расскажи что-нибудь по истории. Вот. А что касается скифов... А? Мейк что, Сундер, по очереди, хидис тхельчане шо. Это вопрос Тарса. Насчет границ наций. В общем, вот ахиду коин масери санма рамел чри бигири кейнри. Но когда мы да из-за всегда вопрос, он когда реакция жизни одна. Yok şvet küşü ama kızlar da ona rezler gal olsun rezler bizim sedi şunle tamam hayon. Да, Гызлар хляц хаваш Гызасон Керамахи, Чебанмахи, Боштол Дешниша, Катига Оштол Хинса, Ошел Ирч, Цига Масала, Чири Юрта, Юцига. Церхинс, допустим, цер сюлиш сани нисте ле маситус чириурт вайцун дуаш ду цер дат и дуаш сига мухила. Ну, тана قيتم خليت لا صنيخة اتسمنت ويا إميال دول متكشكع دول دشني شاهينز جون قوة رسلان صعدوت гидрониум Днестр дала, Днепр дала, Дон дала, нохчима та период дела, нохчима анда лобош дуйцой. Инс хидек дейца, я хидек дейца. Еще там есть еще одно видео, если не ошибаюсь, есть это где-то на Урале или в Сибири, есть или где-то был недалеко от Саратова, Самара, вот в этой области женщины рассказывают, что у них есть там река, которая называется Аргун, Аргунка называется, есть там эти названия, и там один из ученых где-то в Подмосковье, там река Дубарцу, название то ли Чечелиц, Дубаре, Чеченька, Дубарцу, название уж, Цахиду, Хонхари, это речки названия, и Юбош, и связывал. Я, честно сказать, гидронимами, названиями этих гидронимов, то, что они имеют у нас какой-то смысл, да, на нашей Кайнхи, которые называют, и Нохчучую, это мне интересно, масала. Ну, Чобан Махи, Кера Махи, Диха, Дол Гена, Дол Дозан Цани, Дол Хундари, и Эсвашкик Цаду, Уайцах Дол Чунцани, ونقول عدقدري مسلا باسم انسا حيوت وي عندي دق انس اتلين سارت
عندي عصبة سمعتي وين مثلا خا نيمتوا شو مثلا الحلقة عندي دق تلي تنف كيستو يدق ألدو يدق ويني سيلوشني يقع دق ديوشناس لومان دق ديوشناس تن كيستو يدق در أغير تو أدع دقنا عنده يدق ألز إتين لينسون ده ديك دو تات بوشان عنده ويبو أول قدق أول تداست دق مهتكش بوسيقا نو إتر خيتر إش صف بدأت در إز دكزات در أقا غيزلر آلر إيمنا غيز شولدري يغيزلر ويحنخ أوت أنا خينا تيجا وقرأ ألسم عين بالنخة غيزلر يوش متى حتى تارش لوش بو تارخ وينخش متى غيزلر أول سوندر ألا يغيز شولدر ألا تيجا يغيزي تام بيشورش ألا تيجا إتسومنت إحسا أسمع بقدك ديوتر دونا لف ستسونت إعوال تسلل دي تربية نقطة ما تحولها أرتبي هون ده شو ويقطع حلقة بندرة تخاطر مثلا كسبيس كيمونه نقطة ما تحول على وقطع سون غلطة ولا بقي يالخ فيرسيرتون أوشتو خز مثلا قيس بخارد خزير وقر عجل أولي وقر وج أولي على دقة سنمتكش خيس مشخليرتون سون ده تقين دي سياسة تسويلنا بعدك ديش يلا سون تسخو تسخ سون يحتاج لو تار ويجر حياتو يا أوبشدو ألسون إتسخاهم سبيتش بيتر باتون насчет Израиля границы аляцин сба и то чебон махи تحت اللي انت чебон махи ها ميل نحكي كينا أها هين جمعنا بيضانا سولي نغوشت وغوشت يتشبوش وصمدينسكي أوارش ну أوارش بو هذا يزبن بو بكذات دانيال أستندوي ها خبوش نو دوشة هنزا ملكي كين خي نكي خي كدك لبوي خبوش نو دوشة از مصر متر حاجة نوشة متر بيدات خبوش نو دوشة أتقع دول أنا بكرم مخير أنا عن حاجة القرن في تعطيه لتنا بس بعطس دوتك والله متكن باستات دوتك عمل غيظ ويقولنا إن دوتك شغز ويقول أوقع غازهم كي أوقع وجهه إذا سنخاء ميلا غازهم كي دو لو غازهم كي دو لك شو دو والشيء لا منش قاعد يحكي بو غيظ واي ها باو именно района باو жизнь отсюда باو гуляет никогда в жизни تيجي تحباويو تيجي على كم كلمة خيو بوتليس ну я بوتليس كريون نيت ويزن وانا ودجو توس كريون زين بليش يتشو يا إيش نو إيشم سولاك دري ليو غواي خدوي سولاك تسود هينت أرو أغو دقدري غواي ختاني سولاك ختاني إشادو الله نيش إمواحكا نوخشي خلا بوبو شوي يدوش دو يمسو خينا سولاك كتاني ليو استرانا يوني براو استرانا ديحا دقا وجي ديحا قيدو سيولي لزقوا إيش عينا دو أو تسو سيحا ويدر يدوك متك شادينا دو إكارتش دوك خينا عديك كين شارع ونجين خردوك إكارتا ويريتو بعيش دولش خينا دو قيس قوارتي قاتشس ويلاتنش دوش سانان دا تري هربق دا تيبو ساق إيس مش بقسر ويسليلوش إيميتكش دوكا يوتشو نو يوات أقا مسهومن بخل بيزديرا ويدشنش ساني تارا أولزم شي سولي دشنش دو أشليلوش دوكا دول نوخش شولي سولوش حاوقا إيش ياز بوشم إيتا ناشي سلوا هونيانا وناز زيالي أولي نو دم بقدك ديتش وين ما خاطر نوخش دشنش وسيجا عزيز جين شغون كيبوت ويش بيكتو شا وقوغل علام تواخل تعمل وتيجي لونا طيب نشبايا طيب نشبايا تيجي نيوي طيب نش обществош Российские империи давно доходят до Кавказа, анчултаха, уж донорнину, лаба ложь, сатеп, лаба ложь, юж лаба ложь, фан позу, токш, и 80-е годы в Кабе, кизляры, да, на бац, в общем, сега, беш одни казаки хилла.
Гизляра беш. И вообще относится к бацин сега на данный момент процентов 60 сюлибу. Тумен гизляра бас. Ну да. Также Ищем до Ставропольский край качал, да вахуешь, ну ищем кизлера хилса, да албелш келмейки да качуш, Ставропольский край да качуш. Сюли вахуешь, анекси. Лило лаптен что стел кридо стел ишу. Ваба линда ишна хану бажен сега лизгейн шло на хелкум икшла. Дизендол шамел волак свек даргини свек певега асяшкол. Ну именно за сонгин йол источник шкаха. Ламчаха вообще отдаленно ашкалбу Российский империал вабален буш ламчур. И вообще до угляхен бу даже до границы бац, в границах царь будет что кому их что ли сгибш, вот что не батит. Акцент, например, закрым кейн царь вож сега был андич на самом деле аварч, больше половины царь там утвахи царь. Он хаити, что на такума. Ага, Лео, соцсетя пока it's история лешу лингвистика стася непосредственно эдукуется хакло шумдари. Сколько у чеченцев диалектов, сколько говоров. Их все так ночи до деширнеш, я дать, я тюркский до, я арабский до, я войниш до, а хор диалект, я проверяю. Их шлил дос, но полностью на лингвистику я еще пока не переключился. Сундер интервал, цауштик, цахалсон. Иштхалду. Окавай вашу язина асия, это я задонатил, дошло ли. Уважаемые мои братья и сестры, все, кто донатит, сразу приходит сообщение, я сообщаю. Больше пока 2 человека задонатили, больше никто ничего не отправлял. Так что ответил на этот вопрос. Салам алейкум, алейкум, башлам. Дени Баксан и Хасан Бакаев. Одна личность, да, одна личность. Да, алдейгал вайля, да, ясмани охлу вайля, таган уже аля мегарду алхия чуксо. Таган да, каждый день на очуиза. И это одна личность, да, это Хасан Бакаев. Так, что здесь написано? Геройство, тут еще, племени Ошхезесун. Геродотские племена Ошхезнесун. Вахцаму. Иштунду. Амад Варчуян, Ламас Варчуян. Что-то он отправил запрос. Зашел и сразу вышел. Да, речь идет про село Андийскому хребту. Вот он назывался раньше Кистинским хребтом. И что так, дальше. Какие вопросы у вас есть еще? Если у вас вопросов нету, мы будем быстро-быстро. Сегодня я экспромтом зашел, микрофон мы уже наладили. Надеюсь, что завтра у нас будет обязательно эфир. Завтра мы будем разбирать книги. Я вам буду зачитывать, объяснять, пояснять, где ложь, где правда. Я работаю, но не успеваю я везде, честно сказать, очень много работы. Везде не получается. Да и, честно сказать, уже салам алейкум башлам. Так, на этот я вопрос ответил. Не всегда получается. Цундера 100%. Да, ласодину и сахкановый эфир харю. Ты не ответил. С Ютуба один донат. Ибрахим, не знаю, ты же обычно присылал, когда я сейчас не смотрел. Да, все. Абсолютно верно. 2 человека задонатили в Инстаграм, и Зубейр, наш брат Зубейр, задонатил через Ютуб. Зубейр Дерес Хил дал Сейдуэль, Будистник Эзерка Содолетил. Мало, но есть все-таки среди нас еще те люди, которые переживают, помогают, донатят, поддерживают нас. Ну ничего, да, Аллах. Ну, сейчас увидите, наши братья, это очень дорогая аппаратура, петличку купили, задонатили, так сказать, понемножку техника собирается. Жим-жим, хулуш, хулабах, вой дадин, вард, цунидайна, иштхалду. Итак, что касается по документам, по книгам. Сегодня я вам не могу, к сожалению, в последнем эфире я вам показал, какие книги были нами приобретены. Пока у нас стоп, пока у нас возможности, как говорится, остановились. Сейчас я заказал пакет документов.
касаемо которой непосредственно по нашей истории, есть определенная группа наших настоящих патриотов, братьев, сестер, которые помогают, они собирают там месяц определенную сумму, отправляют, я на них покупаю или документы, или карты. Вот на этот раз я заказал документы и 2 карты, надеюсь. Карты 17 и 18 века, 2 карты. Суммы называть я не буду, но это очень нужно. Я это тоже скоро опубликую. Думаю, что этих карт у нас еще не было. Это карты, само собой, с масштабом, с данными, мы их тоже скинем. Этим моим братьям и сестрам Адмалла Нохчаллак Онхала Оша Тобаню Кабул Везрична Аллах дал Сидуальшу, да Духдах Дуальшу, да Цариш Яцер, Шуна Ашмял Бакрибул Квага Ашмял Диндол Дикхума Вайкоман Дуаха Заргиш Уюча Латсизнаш Уюча Кедег Уюча Ашуна Осталацер, Шуда Цариш Яцер, Шуна Дерез Хил Аллерсун, Ахахора Мухакума Нюкада Очвочина, Дуаглаш Вочина, Муса, Амхад, Шепа, Адам, Арби, Шамиль, Шериф, Абдул, Масуд, Иса, Асэф Яхаш, Саяхаш, Вайвизри, Луизара, Яха, Пешхойл, Кеда Шамил, Бешундал Сидуар, Шуда Духдадуар. Она ослал Мерлехчун, Дерез Хилшун. Изернышка Сауду летившу. Ну и само собой моему брату Ибраиму, который днем и ночью сидит там в Германии, кроме как работать вот в этом техническом направлении. Цена, само собой, отдельный дайрес хилы дохой. Башлам. Хинда говорят, что какая-то часть раньше, хиндо говорят, что часть раньше ушли в Индию. И в Индии есть народ хинд. Ой, друзья, да, есть народ хинд, есть Италия, Италия тоже мы открыли, Техас есть, Техас поехал туда и сделал город Техас. Мадийцы тысячи хумш, Троя тоже наша была, Кег воером, а шун дюч, что аж и хумш, и дейлы поймал, дейлдаш мадийц. Цабух бошел, هم حقي حق زرد إندي دعاني إندي حق حد شيء صح عايش شن خلداتا شيء دكزات يسو بوخ بلا حاجة تو شاش ديوش عشتوشو هني عندن 400 مليون الان دعواني الان شوني عن تخينش بوي бош аш бош нахах. Ну сколько этих версий, гипотез? Скажите, есть такая гипотеза? Наверное, есть. Я не отрицаю, я не говорю, что это не так. Ну, кто вообще, кто в Индии поверит, считай, индусы считают, самую древняя цивилизация была у индусов и у китайцев. Какому индусу ты сегодня докажешь, что из Кавказских гор часть нашего народа ушла в Индию, их называют хинд? А вы не подумали, что там есть река, что у них они называются чуть по-другому? Ну, я не хочу, чтобы их нахтардить салясун, шудук дахаш. Эй, нохчи, вы и хумш дичь, динозавр, хош дуй, лямнишка ич етти юй, хуниадин ока, этия горд, ир хоклам-те, их концус шарк, туях турцани, шилам бек, и шейдели поебардуяш, и хумш, вы и дицер, бахандурша. Само я зиноксию бирже нигде не сказал, что мы там сочиняем и так далее и тому подобное. Еще раз повторюсь. В записках я не цитировал прямо его слова, слово. Одним из самых многих там людей, у которых в народе, в простонародье, рассказов, мифов, легенд, сказок, то есть вымысел очень много, он назвал чеченцев ингушей Аллас. Вы пытаетесь, он этого не говорил, он этого не сказал, но тогда, если вы такие знатоки хорошие, бирже, так зайдите сюда, давайте поговорим, давайте обсудим, что же он сказал. Одно предложение вырезать и сказать это может любой человек. Часами уахен шей нервш могшел келкай кош сапартю шашуй цацо шашуй нацоушо.
شاشحنا حيو لوتسوشل وش بارتي وش نانسك شبوش وش بارتي وين خيش بوش ونядина о каш соусур вы горш вы бош. Да оставьте вы эту ерунду. Занимайтесь своей историей, своей культурой, географией, истингами, петроглифами, орнаментами. Одна девочка, женщина чеченская, достойная чеченка, по имени Тамара, уехала во Францию, запатентовала чеченский орнамент во Франции. По всему миру делает сумки с чеченским орнаментом, продает. У этой женщины, да, никогда своего лица она не показывает там. Все время икоманхум этваш едюзал больше шадик дорша это масуман тейла могшил шайгер шлирши кахюкшу ива. И юнохчик унах. Харш аухи вахахеин. Хар бизнес-проекты, хар хуайла. Нандак нохчу алт аязи надош. Хар худиш яла водалас чаху аяла хоршияш. Ешчан харшукшбол аухой махка аспол вайвезри ишбу патриотч. Нохчи картнашляш ах шарах мартантир Руслан Бов вошу шишохан ну плюс-минус год времени он потерял нохчимата полностью гуачдяш хор хин хор тату лами нохчимата аязиндол дешнишсани картдяшу и да дин сун и да адаш вяна няло жаргигадяш массунета лихалюш ихум إيش بتعنا بويا باتسا وش بالباتريوتش إيش بقحيوش ها شنو وان سانت إنش قاسر مينة تواخا تشبه تشني أتواخ تشبه كفكا تواحي يوسي تواخ سجيتا وين غيتم سغيت سعنا قوة سغيت دايما كان بار بولش سغيت دق لازم بولش سغيت وين سغيت قي вот такой вот у нас нрав такой менталитет стал материалистами стали все. День и ночь. Я только и делаю, что захожу в директ. Хара провернуть, хара провернуть, хара провернуть. Многие просто повторно. Я-то понимаю, что вот эта нордийская, утырская шваль, они, все, кто новые приходят, они не знают, что это давно опроверг, закидывают. Ну, не мне говорить, спросите, делайте сами это. С учетом того, что я почти что вообще не использую искусственный интеллект. Я не люблю использовать искусственный интеллект. То есть вот эти ролики, вот это все я не делаю. Я натурально, есть видеоролик, как мы делали года 2-3 тому назад. Человек что-то сказал, посмеялись над ним, вот правда, или документ. Вот моя старая методика, я по ней хочу. Потому что сегодня мне присылают, 3-4 дня тому назад стал такой известным, всем известный вот этот ролик, вы видели, где якобы чеченский пилот F-35 остановил американский фрегат, поставив там, задернув нос, поставив самолет перед кораблем американским, после чего он развернулся и ушел. Мне понравилось это раньше всех. Я один из первых, кто получил этот ролик. Но это недостоверно. Кто? Называть там имя пилота, кедегдяш, идяш, ну где кто, какое Министерство обороны будет говорить имена, должности и все остальное, тем более на каких-то современных, суперсовременных там российских истребителях. Я бы сам с радостью напечатал это, но доцик дати, последние буквально с января месяца, вот 2-3 месяца, ураган, шквал роликов, искусственный интеллект выдал, кто такие чеченцы, чеченская ДНК, происхождение, Моссар Хакуя, чуть час, 40 минут, 50 минут, некоторые час, некоторые 30 минут ролик, 6-7 роликов. Это ролик, шкайша, тарнохчи, кам никогда в жизни юка борт хребош кырдать. Масалаба, нохчи, галгата, без разницы. Почему? Потому что они, вот у нас есть 5 веток, генетических, и там эти 5 веток цараха нохчи дать. Хадисря, я нохчи дать, я войнех дать, я галга дать, дать. Ни J2, ни J1,
ни L3, ни L1, ни L2, ни Q, ни Q1. Сада тига. Единственное, субстракт кавказский, чисто кавказский дубовый, G2 дуцар. Остальные все у них это фактически получается, что корень у них не отсюда, концентрация здесь находится. Хахуахит, юеш, хаос, хажарам саду. Кто занялся опровержением? Кто сказал, ер мадье, ер питандуар, абсурдуар, арванют и буш сурбуар, арвай тайпни шук, и вайкома нукдур, питандуар. Где-то там красиво они говорят, чтобы заманить определенную аудиторию, а потом под этим раз. Это целая большая. Кто эти ролики снял на искусственном интеллекте? Кто это сделал? Зачем это сделал? Нордийцев мозгов бы не хватило его сделать. Почему? Потому что там идет фактически оскорбление и самих нордийцев. И соседей я имею в виду. Кроме нордийцев, соседей я имею в виду. Потому что там оскорбление ингушей идет, там оскорбление чеченцев идет. Оскорбление в каком плане? Грамотное оскорбление. Якобы йеменские ашкенази, евреи и все J2 это один корень. Цапбубахцер, один праотец. При каждый там можно. L3 они называют их там пакистанцами, индусами. Q они называют алтайцами. То кроме G2... Если можно... Дарса Ал, если J, да, наша J2 является семитской, то у меня один вопрос. Смотрите. Это не к нам. Собордел, Ваша. Этот вопрос не нужно задавать нам. Не мы делали этот ролик. Не вопрос, не Ашник, дай скажу я. Смотри, это же скандинавская I, грубо, скандинавская I и наша J2 имеет одну предковую IJ. То есть даже 40 тысяч лет назад, короче, по современной науке. Получается, если мы семиты, то получается скандинавы тоже семиты. Да там все, кто на J есть, и J, сегодня дал язык. Сегодня, что бы кто ни говорил, есть огромное количество материалов. Есть работы, над которыми нам нужно работать. И я хочу, чтобы вы понимали, что в первую очередь нужно разбирать документы. Если мы не будем, для тех людей, которые занимаются зря старшего поколения, примерно возьмем Псидах и Псидахский район, бывший Псидаховский район. Я не перестаю говорить об этом до тех пор, пока не был найден определенный документ 92 года. В этом документе 92 года мы узнаем, что у них эта проблема, они говорят, с 1916 года. Представьте себе, с 1916 года у них эта проблема, поземельная проблема и все остальное. То, что отбирали там пастбище и все остальное. Потом мне звонят и говорят, что я якобы не говорил, что про осетин, что я сказал в прошлом эфире, кто-то заходил один фитнач, который там якобы фитну разводил. Еще раз повторюсь, что касается осетин и соседей наших, да, у нас есть понимание. На Кавказе любой человек, который что-то сделал хорошее, взаимоотношения какие-то там, сдержал слово, дружбу наладил. Мы говорим не потому, что по крови именно, по происхождению. Мы говорим, это наши братья. Подразумеваем, друзья. Будь он армян, будь он грузин, будь он азербайджанец, мы говорим, брат. Это не обязательно обозначает, что это единокровные, что это из одной утробы матери вышли. Не обязательно. Я не знаю этих тупиц, которые это говорят. И нам писать, они же ваши братья. Да, они нам братья. Все люди в этом мире друг другу братья и сестры. Но в отличие от вас, как говорил ваш президент, экс-президент, глава республики, у нас не такое количество браков с ними. И у нас нету с этим проблем. Мы начали писать под этим, вот ты там защищаешь. Я никого не защищаю. Я говорю, что для решения вопроса осетино-ингушского есть руководство Республики Эрсел-Алания, есть руководство Республики Ингушетия. Они будут между собой разбираться. Не мое дело туда влазить и вносить какие-то коррективы. Если же есть какие-то вопросы касаемо истории, допустим, по 90-м годам, я говорю, вы сравниваете и говорите, что были тот же
в книге Аджигова Тамерлана Султановича, вот по этой книге, грубо говоря, вы оскорбляете параллельно как осетинский народ, с ним же оскорбляете и чеченцев. Общая идеология осетинских сепаратистов вместе с чеченскими, это разве не ваш Бимбулат Богатырев писал? Точнее, вы цитируете слова его. А Арсамак Мальсагов разве такие вещи не делал? Где рассказывал, что якобы Берия принимал там ванны где-то там, я не хочу сейчас даже говорить об этом. Но это же книга, вы написали это. Это документальная книга, основанная, все люди, там нету никаких вымыслов, как вы утверждаете. С ваших слов все написано, опубликовано, здесь никаких проблем нету. Но эти книги, я еще раз говорю, вопрос, если бы она была бы написана там лет 20 тому назад, можно было бы сказать, Башлам, где это было 20 лет тому назад? Но это же написано в 25-м году. Та книга написана в 20-м году. Другая книга написана в 2018 году. И в этих книгах вы пишете, оскорбляете, задеваете своих единокровных братьев. И два. Как вы любите говорить. Я так понял, у вас не только J2, у вас и L3, у вас и Q, потому что Экс-Батлай, вы говорите, что это ингуши, но мы Экс, только я знаю, и Anglo Q1. Значит, и Q у вас есть, и L3 у вас есть, и J2 у вас есть, все ваше. Вас спроси, вы говорите, что мы очеченились, ушли от вас, потеряли эздел и стали чеченцами. Странный эздел, конечно, где можно целый народ ходить в штанах, давать интервью иностранцам про первую брачную ночь, а не эздел оказывается у чеченцев. Это так получается. Вы оскорбляете девочку, которая приняла ислам, укуталась, которая сказала правду, повторила слова чеченских блогеров, чеченских руководителей, которая сказала, что ни один человек не смог доказать, что это земля ингушская. После этого взялись и начали ее белье полоскать. Фотографии, которые были 10 лет тому назад, когда она была моделью, взять и мне присылает человек, который делает в день 5 намазов, считает себя мусульманином и говорит, как тебе это? А как мне это? Что я могу сказать? Мы не носим шлепки. Один сел вот с такой бородой. Мы не носим шлепки, мы не носим сланцы, мы не... Валлахи, биллахи, талай носят. И шлепки носят, и шорты носят, и майки носят. Не носят там, у себя дома, а за пределами носят. Носят. Как вы говорите, не эсделовское. Это не обязательно. Нечаянно ногу показал, руку показал, эсдевать, у меня девать, царевать, извать. Эзде дерят, шу, второй дождь, ой, хаметте гючел. Шу эздею. И камилш, дес болчак, бахсунаси. Ничаю, шу эздел. Ничаду, шу бусул был. Нейн сит ему койдеру, ала буаршам я цершу. Шу дауда койшина, никнеймс, ти халёчина, ти я буарша йочел, камилш яшел, хумш. Белбол, наной бюцаш. Белбол, дейш бюцаш. Цер, ой, хаметте гючаш. Что не есть хрюкли, не ой хаметик, что дати, ночи дати, ночи шанцается хла и хумш дюч, хун цад есть и хумш, не ой хаметик жюч, сунца хулкдуй, ничадуй эздел. Асайк и язмаина сразу ос лейш сани камел цадо эзди вац асвит камел дац оли аз директор дава сра халай юл. Хоринг эраду, эзд боч мат бюч мелволчак. Son bir baş var, i Sili veleri, i Gürcü veleri, i Darnic veleri, i Hiri veleri. Сегодня, если у нас есть какие-то моменты недопонимания с Республикой РСО Алания, я сказал так, как есть на документах.
они решены. Если же мы говорим об исторических землях, да, есть и проблемы и с Осетией. Это касаемо там, где Троицкая, Вознесеновская, в этой области. Я не назвал их только почему, потому что я иногда ставлю там крестики, когда вы видите опровержение, его присоединили на сегодняшний день к Северной Осетии. Я говорю об истории, я не говорю о политике, чтобы было понятно. Исторически эти земли были за нами. И очень интересный момент, я обещал вам, завтра я вам буду зачитывать, что странного в этом, почему я это зачитываю. Полоскать белье я не буду никого. То есть там есть про каждого компромат, ну, грубо говоря, что говорили, чем он занимался, где деньги воровал, где атеизмом занимался, где клеветал на зикристов, где и так далее. Там все написано. Кто занимался некоторыми только. Эти моменты, все в этой книге есть. Там компромат не только, грубо говоря, оскорбление не только нас. Там про всех есть. Вот. Но я буду непосредственно касаемо нас. Там очень часто упоминается во времена Бориса Николаевича Ельцина, который приезжал, да, в те годы и в Назрань, в Осетию, потом в Назрань, потом в Грозный он приехал. По документам, по крайней мере, это прослеживается. 91 год, если я не ошибаюсь. Он, когда еще возглавлял председателем парламента, или правительства он был в то время, Ельцина. Там очень многие моменты есть по высказываниям. И все документы говорят, что они хотят восстановления территории по 1933 году. Что очень странно. Во всех документах это указывается, особенно по Владикавказу. С Осетией они хотят решить вопрос по 1933 году. А с чеченцами они не хотят решать этот вопрос по 1934 году. Какое-то странное отношение. Я исторически говорю, в документах даже говорю это. То, что они заранее эти два района за собой застолбили и пытались это приписать к себе, это тоже указано. Это понятно, это в документах прослеживается. Я говорю, еще раз повторюсь, я говорю про историю. Это, в принципе, не нужно ссылаться на каких-то там, допустим, российских историков. Здесь все написано, кто как и что говорил. Благо этих документов достаточно. И в российских газетах, как любит мой оппонент Бархо Ахмад говорить про массажи, эти кресла, да, она лучше. Как говорит этот мой оппонент Бархо Ахмад, он же любит все со статей, с газет. Так там все газеты и статьи, телеграммы даже, которые были отправлены в российское правительство. Каждое выступление, кто бегал туда, кто занимался фитнесом, все это есть. Это не от того, что свободного времени много, не от того, что делать нечего. Нет, уважаемые друзья. Это от того, что несправедливое отношение к нашему народу, отторжение чеченских земель исторических, отторжение сегодня, то, что пытаются некоторых, так сказать, культурные ценности нашего народа. Благо сейчас Министерство культуры проводит огромную работу. Я думаю, что многие вещи будут запатентованы, многие вещи будут внесены в реестр, как культурное наследие нашего народа. Надо было это делать раньше. Раньше мы рассчитывали на непосредственно братство, единство, Нохчел, Эдмал, Вейнях, туда-сюда. Но мы видим, чем это обернулось. За эти с 93 по 2016, 30-40 лет, ну 30 плюс-минус, да, за эти 30 лет, пока проливалась чеченская кровь, хайпанули, хапнули. И очень хорошо хапнули. Приписали к себе, хватит уже. Хотя это историческое вандализм и воровство, извините за такое высказывание, оно шло, между прочим, оно началось не с 20 века. Это прослеживается и в 19 веке. Это переименование целых хребтов, переименование под свой лад,
под тюркский лад переименования чеченских гидронимов, топонимов. Разве это нет? Об этом как раз и Лев говорил в эфире. Об этом говорит и Рустам. Об этом немногие наши, те ребята, которые занимаются, этот Руслан, который сделал карту, точнее перевел ее полностью на чеченский язык. Я его вам как-нибудь покажу, просто сейчас она не поместится, она большая. Я обязательно повешу ее на гордину, чтобы было видно. И на шунгой решу. Каждый гидроним, все на родном языке. Он говорит, сколько рек, сколько они переименовали под свой лад, тюркский переделали. А потом сидят какие-то гонки и говорят, это наша, Итумхал наша, Урус-Мартан наша, Шали наша, Атаги наша. Нет, нет, Тухдаш. От того, что вы пахали на российскую администрацию, это вашим не становится. От того, что вы ее записывали в российские документы под свой лад, тюркский говор, наречие, фиксировали, он не становится вашим. Они имели и до вас за 1000 лет свои названия чеченские. Вы пришли потом, вы подготавливали административные документы, и вы переделали их на свой лад. После вас пришли русские, завоевали левобережье Терека, уничтожено полностью топонимы, гидронимы, все чеченские названия, селения, все остальное, Александровская, Невская, Наурская, Ишорская и так далее и тому подобное, назвали по Ленина, Сталина, Хрущева, назвали все под свой лад и уничтожили все, что было ранее там, чеченское. Разве это не так? Нашли могилы 18-19 веков чисто чеченские. Я вам показывал это все на видео. Эти могилы все лежат. Даже никто не знает, что там когда-то находились могилы. Сен Нохчи Кешниш моду там 18-19 века. Так, опана. Шепа даили. Собор делаешь. Собор дела 20 вообще. Эти результат. Ходим. Слушай. Башлам, ты в инсте комменты не видишь? Вижу, конечно, я. Все я вижу. Собор дел. Собор дел. А? Любишь ты, да? Собор дела шитя. Массу гуман ши отдельное подключение, куза. Массу гумана. Отдельно подключиться цедой. Да, хакис валха. Ой, я не. Завершить течет трансляция цыганцева. Це будет ревнай. Башлам, ты в Инстаграме. Конечно, вижу все. И вижу, и читаю. Но что-то комментариев в Инстаграме сейчас нету. Дейр Башлам, Газгородокя, Терхях. Согласунаец. Футбол уж ханхаска лирбая, да. Жимал в любом случае, Шадек Хаздон, Оша. Жимал дейр Хазунду.
Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Заид. Отключиться. Подключиться. Подключиться. Подключился. Да, хисвалило. Каждый чин по отдельности. Если подключится, подключим Телеграм. Башлам муху. Башламы. Делаться суму бодык дисла. Да, брат. Ца болувай. Массу босу букамнеше. Да, барт бар амин mesela. شو ضحيت باس وجري وي تحنا دحل دات وي تحنا بوصل بشنا دحل دور شي تام سيلش دحل دور غلغشن دحل دوي غونكشن دحل دوي نوغشن دحل دوي غازغونكشن دحل دوي لزغوشن دحل دوي دقات ادحروشن دحل دوي يبوش داتشنوي وي خيك حتى اوتي وي مرحل دايوچ وي история دايوچ وي بول حبيربو وي история وي كультура وي دوز наша أجدل بيالك صوت صدوي يشل يامرت وخارت وصت سيوي أخوة دعلو يجو ويديز دوز نشتو ويديز يرتشو ويديز كولتورايو ويديز مرخل أوتنا إستوريو ويبيدز مواتبو ويكوكش كرخيدين دات يتعنا ليش دات وينتان دينا حق تعمو بيالكش عيت إيش ألتايتون يميلا ولاح تون ديرا قيتم خلبيز اتسومن ويخز قيتش ليلو شوما دات خارتو تقوالني خارتو دوالو يريو قيتش كي برا سون تخا شيديت قاستو قيتش كي برشين خا احنا قاحسنا أشا قيت شاني تقوين هو دقي موضة ديس Супер делаешь. Подключиться. Телеграм, он дыхлял, да, сходилок. Хайвел. Чу. Телеграм, же, арку асилсуса. Ладно. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوخي عبود شو يجرشكر. إبراهيم تليجرامان سون هولا تاسون تو выкинуть виносо. Что цаволиту адича. Перезагрузить тича адича чувалч трансляции. Выйти, завершить трансляцию, завершить цайойцу и соединение. Да хватит, интернет, юршюса вроде бы. Так, еще задонатил, это то, что задонатили, Гирихан, наш хоевский волк Гирихан задонатил, Гирихан, да, саадуэль болдиснег, эзершка соду улетел, наш хой борзу задонатили, вот сегодня уже 4 человека задонатили, что надал си дуэль, да, духдах дуэль, да, мокш мэшлил дуэль. Странно. Башлам, черту тайп на хлаці. Дійця. Черту тайп на годиться досить. Годиться для рон, черту. Це ночи тайп до. Вес тайп до. К сожалению, طبعا لدينا لم единственный. Теперь лам гюджи махкабиста. تم تاني توامبين جوجش تاني تصد لو تيجر سيابي ولا مي يورتي جروزي عيسنا وش سيادة تيبتو جيم تيب داس دوق تيبتو تشرتوي قون خوي بوش تنخشي بوش حبوش بو
Гаплогрупп J1, J2, J2U основном сонайтряция, J1U. Так, цацил юрч чурту гайгюмси, ишцар хайленю алязинаду. Основатель же, духар вахаршин семети. Язин чанюка, бададаса, Аллах дейл шадик ушу. Кайш ситуацию черту шхлят судуйцуду. Так, наиб шахал имам шамили цани цанюкир. Bu çertu alam ciga bu gürcü mahkabesin bu çertu alam. Çertali oş yurtta yuciga. Çertu aşı. İştunduk çertu azen nokçu bu. İşte ama açtık homoşa. Sonra перезагрузить. Так, пишет. Так, вопрос в личку. Так, сколько 4 человека? Друзья, я же вам сказал, что я никогда не называю этот вопрос некорректно. Я не знаю, кто бы его не задавал. Я не называю суммы не потому, что там большие суммы. Нет, просто это более некорректно алхиетсун. Но холмятаге шунмятаг да, что там все вместе взятых даже датига. Сундера самагати ойоқах да хош датшун. Сундер хада итак. وين что вы تعرفون أوجار إيس وشغل شانه يا كنيجي هم إيس وشغل شانه أتاك وين يومش دويتر датвой. Если у вас есть вопросы, задавайте вопросы. Башлам, ицха не наболевший темюк сахум хаттл шворсо апурбанс. Хаттл. Башлам, ответь. Я отвечаю на вопросы, задавайте. Черно, ты иногда задаешь такие фантастические вопросы, так что без фантазии и фанатизма задавайте вопросы, я отвечу. Любой вопрос, если это касается нас. И давайте делайте это быстрее, желательно. Потому что еще 17 минут и, наверное, отключится телефон. У него свое время. Ибраим, чуауи, YouTube чуагой чуажа. И если ты админ мавархо YouTube трансляцию легче завершить ей халдаться. Агоса обновляться. Башлам оправду в 12-14 веках на месте Кабардино-Балкарии раньше жили чеченцы под названием Малхно, Мелхи, чеченцы. Нет, неправда. На месте кабардинцев жили мелхи и так далее и тому подобное. Откуда вы это взяли? Чеченцы есть разные. У Гурама Гумба написано, что жили в разных местах. Гэбертлайбу. У них своя территория, у нас своя территория. Вот. Они жили, они относились, их потом начали только кабардинцами называть. Они не кабардинцы. Их всех называют адыгами, адыге, народ адыге. Они народ адыге. Поэтому я думаю, что никому не нужно присваивать чужое. И нам в том числе. Отсюда. Так, бацбийцы тоже ногчи. Да. Все мы народ нахчи. С древнейших времен.
Потом какие-то части откололись, назвали себя бацбийцами, другие назвали себя и так далее и тому подобное. Так у нас одна общая история. Задавайте, активно задавайте вопрос. Башлама, правда, что карта Симсима, правильная карта, это карта Аздина Вазара. Аздина Вазара карту я не видел, и ни одного документа достоверного от Аздина Вазара я не видел. Если у вас есть, предоставьте, буду вам премного благодарен. Жду в директе, отправьте, если у вас есть такая карта. Карта Аздина Вазара, если вы говорите. Не то, что карта. Оригинал документа, если он даже у вас есть, предоставить копию его. Башлам, Дукжимоша дуйна с да со жимоша дуйна хавохан нохчи сунгамца гохин сути хаязинак нохчу аду хаз нохчу тейп мержуа ду Тухумуарство ду вара ворсо. Но, тем не менее, сейчас с той стороны заявляют, что варство отдельно. Ну, это политика, которая ведется со времен царской России. Я понял твой вопрос. Вопрос заключается в том, что является ли Мержу отдельным народом, точнее, варство является ли нет, абсолютно не является никаким отдельным народом. Это часть единого чеченского нохча народа. Всегда был, есть и остается на территории, которой мы есть. Это Аух и остальная Чечня. Те люди, которые об этих вещах говорят, они живут в основном на Ингушетии. Там есть с этим проблема. Там есть часть, которая называет, все те, кто породнились с ингушами, называют себя ингушами. Или какие-то политические места, там работа из-за этих. А другая часть, которая не хочет, не называет себя ни чеченцами, ни ингушами, считает себя отдельным народом. Да, там поделились на две ветки, да, грубо говоря. На три ветки даже бы я сказал. Есть те, которые знают, что они нохчи, но не говорят. Имеется в виду, чтобы, если вдруг скажут какие-то проблемы, бытовые проблемы, семейные там проблемы и так далее и тому подобное. Есть такие случаи. Я говорю, как есть. Что касается уарства, является ли? Нет, конечно, не является. Уарства нету ничего того, чего бы не было у нохчи народа. Ни кровь, ни культура, ни язык, ни одежда, ни гыллах, ни гуллах. Ничего отдельного у них нету. У них все то же самое, что и у остальных всех нохчей. Возникает вопрос, если у тебя нету ни языка, ни культурного различия, ни ДНК иного, ни государства, ничего у тебя нету отдельного, отличающегося от обычного чеченского общества, Тухума, Тайпа, возникает вопрос, как ты можешь быть отдельным народом? Если так посудить, тогда можно сказать, что Ченти отдельный народ, Чеберло отдельный народ, Шатой отдельный народ, Уарсхой отдельный народ, Феппи отдельный народ, Джейрхой отдельный народ, Цхорой отдельный народ, Несерхой отдельный народ, Нохшмаххой отдельный народ, Аухой отдельный народ и так далее, и так далее. Я тебе больше скажу. Можно сказать, Беной отдельный народ, Атхой отдельный народ, Ярнчикхой отдельный народ. Возникает вопрос, в чем их отдельность? В чем их субъективность? В чем? В чем их индивидуальность, которая их отличает от всего остального чеченского? Что у них есть то, чего нету у остальных чеченских тайпов? Ничего. Ничего нет.
Абсолютно ничего. Просто они живут на западе, северо-западе нашей родины, исторической родины. И все. Царская Россия бивала этот клин. Это делалось все для того, чтобы было бы проще управлять. Но в то время Уарстхуай не поддались на эту провокацию, они остались в основном среди своего народа. Но когда тебе говорят, вот вы, допустим, примерно поясню, вот живет определенное общество. Ну, возьмем, допустим, мое родное село Бердкево. И вот представьте, нападают с одной стороны, вот у нас есть родники, да, примерно, лес есть, родники есть у нас, поля есть. И вот вокруг нас селение. Это пригородное, это Устрадгал, это Центарой, Цуантруаюрт, это Беркетюрт, это те, которые вокруг Бердкева, грубо говоря, соприкасаются с землями Бердкева. Это Старая Сунжа, не считая города Грозного. И вот есть Бердкев посередине. А это Чечен-Аул. Чечен тоже с нами граничит. И вот представьте себе картину. Мы говорим, вот на нас там нападают, с одной стороны лес кто-то увозит, с другой стороны там на полях землю себе присобачивают, в третьем, четвертом. Там лес, дрова, вода, пшеница, где-то скотина там пасут на наших пастбищах. И чтобы завоевать нашу лояльность, чтобы мы стали на стороне, к нам приходит, ну, возьмем такой, как Вася Путкин. Он говорит, вот видите, бытовые случаи переносят, вот видите, вот с какого ты села, Бердкев? А, вы бердекельцы. А вот они не бердекельцы. Они цинтароевцы, аргунцы, чечен-ауловцы, пригородновцы, беркетюртовцы и так далее и тому подобное. Они с вами не один народ. Вы честные, вот ваша земля, лес, вы честно все делаете. А они ваши враги. У вас не одна кровь, вот вы индивидуально, вы красавчики. А те, кто нападает, ворует и этим занимается, они не бандиты, они враги вашего всего Бердкева. И бердекельцы, для того красавчик, что примерно я привожу пример, да, чтобы было. Для того красавчик, что на хавкака латлять, ваш доги ахунлять, ваш доги ахилять, ваш доги акелать, ваш хоже яцаш, цена бацаш, вообще мичер буца, вот мы чистокровные, а они вот все воры, жулики и так далее и тому подобное. То же самое можно сказать про любой город. Аргун там, Аргун, пускай это будет Аргун. С одной стороны на Аргун нападают, с другой стороны на Аргун, да, бердекельцы нападают, с другой стороны мескер-юртовцы нападают там, и так далее и тому подобное. То же самое, подчеркивая твою индивидуальность, возносят тебя не ради того, чтобы решить твою проблему, а ради того, чтобы ты рассорился со своими соседями. Ты не пришел к ним и сказал, ваша азал, Цуантар-юртар, Беркет-юртар, пригороднир, Устрадгалар, Чечнар, Аусал выжри, вай цапанду, вай индайл хумагина, вай хукишту, хархаранду, харханалду, Шудайф вай цап маду, вай гош юка герген маду, вай цаци маду, вай цапан маду, вай бюцай цамуат маду, вай иштхалиш маят саалита, и хум цагалит юка питанду Аллах, и хум шлилду. Цухена. Вот жили особнячком Уарстхуай, нападали, допустим, с какого-то соседнего села, с Малой Чечни, допустим. И говорят, нападали на орстхоевцев, нападали чеченцы. Записать. Читает орстхоевец и смотрит. Чеченец на чеченца нападет, напишешь, это не будет иметь никакого эффекта. Это будет просто бандитизм. А если напишешь, напали на Карабулака чеченцы, без разницы, Пешхоевец это, Нашхоевец это, Тумсоевец это, Дзумсоевец это, или Чантиец это, или Чинхоевец это. А, вот видите, в будущем, завтра, послезавтра скажут, эти Эльстанчхуай напали на мирных Уарстхуай. Эльстанчхуай отдельно, Уарстхуай отдельно. Надо стравить их, чтобы они ненавидели, чтобы не выдавали друг за друга замуж, чтобы не проводили вместе намазы, чтобы диково общий цахалит, одного поднять, другого опустить. Это
Питанда, он завтра поднимется, ой, сендеш, да, свою независимость объявите, ой, тейп нам ялверша. Вот так у них получилось в 1810 году. В 1862 году они создали часть отдельную единого народа, раздробили на две части, сделали его отдельной республикой. В моем понимании. Вот точно так же должно было быть с карабулаками. Но там не пошло далеко. Почему? Потому что, во-первых, Орстхуа живут частично и в Аухе, Орстхуа Эхке и здесь живут, и по всей Чечне живут, это не прокатило. И они не поддались на провокации. Но вот эти вот вещи, когда на протяжении 250 лет с тобой есть сосед, который говорит, вы не такие, как они, нагайчи, кумыкси, ебелбу, а вот шу Орстхуа, шу едел, да, это раньше вот так регулировалось. А теперь оказалось, что выросли уже другая плеяда, которая поверила себе и говорят, Орстхуа, оказывается, тоже кочевое племя. Ну, по крайней мере, она так заявила. Я не видел ни прощения, я не видел ни извинений, я не видел, что она сказала. Единственный, кто зашел, мне один грамотей зашел, говорит, она говорила не про Орстхуа, она говорила про Орцхуа. Зачем вы людей смешите? Мы за своих Орстхуа, которые проживают в Чечне, мы говорим, не позволим оскорблять, унижать Тханохших Омандаха Орстхуа. Это наша единая кровь, единый народ, единый язык. Мы одно целое. Что вы там у себя творите, и как вы их называете, или как вы там что делаете, это не наше дело. Это отдельный субъект федерации. У вас есть парламент, правительство, решайте сами. Но не лезьте к нам. И не надо здесь рассказывать сказки, там это, то. Прежде чем это говорить, в последней статье, которую опубликовал, и сейчас я наткнулся на документы, один орстхуевец еще в 90-е годы написал, когда вы говорите, что Орстхуа является отдельным народом, не забывайте, кем был Джохар Дудаев, кем был его помощник, там один заместитель, другой заместитель и так далее и тому подобное. Все они были орстхуевцами. И они первые подняли этот один из первых вопросов и о независимости, и о том, чтобы назвать Нохчичуэ и так далее и тому подобное. Разве они сказали в тот момент, почему Джохар Дудаев, если он и все правительство, и все, кто с ним был рядом, не сказали, стоп, ты генерал, ты красавчик, давай мы вот отдельно создадим свою Орстхуевскую республику, и там ты будешь президентом. Нет. Нет. Весь народ, как единое целое, сказали, сделали. Правильно, неправильно, сейчас речь не об этом. Это факт, показывающийся факт, что мы не разные. Ну что разного? Цица, гылца, гулца, кречунца. А то, что вы называете, там кто-то женился другой национальности, кто-то там вышел в тапочках босиком, кто-то там таксует, ну извините, это уже зависит не от тейпа, не тухума, не народа. Это чем больше у вас становится, тем меньше вы можете регулировать эти вопросы. В том числе и национальные, в том числе на ком жениться или нет, никто у вас, даже Орстхуа, ни один Вяппи, Цхоро, никто не будет у вас спрашивать разрешения, он женится на той, кем он хочет. Немка это, француженка и все остальное. И никто не запретит. Или вы хотите сказать, что этого нету? Кто будет там, он, он, арзуд, майалия, хохтей, пармой, хаям, бош, хайрду. Сам дас, я хохтер дас, я давон, шинкайла, яла, яиру. Ну, хрен редкий не отличается, не лучше. Что тот горький. Поэтому, когда пытаются вот этот заниматься максимально размежеванием, этнический сепаратизм, внутренний сепаратизм, дроблением, вы должны понимать, почему это делается. Это искусственно для того, чтобы раздробить, уничтожить единый наш народ, чеченский народ. Им неприятна сама мысль быть, понимаете, чеченцам или нахчи. Вот настолько их царская Россия воспитала вот таким образом.
все, кто ненавидит имя Нахчи и чеченцы, рабы вот этой царской России, я их могу назвать только рабами, они иначе никак они не могут относиться. Потому что к своим братьям, к своему народу так относиться нельзя. У меня нету ненависти, допустим, никому, кроме к лжецам. Я люблю, уважаю всех достойных братьев. Аллай, Схорвай, Джейрхвай, Ваппи, Уарстхвай. Всех люблю. Валлахи, биллахи, таллахи люблю. Нет у меня ненависти. Но küçük саварида валасон визанца виз. Вашлам, а как кистинцы оказались в Грузии? Ну, об этом я рассказывал очень много раз. Они оказались в Грузии по приглашению грузинских князей, своих друзей. Они переселились туда. Сперва в Телави, Оршелметтик. Тианецкую область они переселились. Там им земли не понравились. Потом более похожую на нас, где плодородная земля, где похожие стратегически важные местности. То есть все за, против, проверив, они поселились в Панкийском ущелье. В 1700 найденная могила самая ранняя, это 1791 года, а так официально считается 1823-26 год. То есть некоторые люди, которые врут и говорят, что якобы чеченцы в Панкисе оказались, сбежавшись от имама Шамиля, чтобы вы понимали, придурки чертовы. Имам Шамиль пришел в 1839 году. До этого он был вообще местечковый, там у себя только третий имам Дагестана. А в Чечню он пришел в 1939-м. В то время уже давно на протяжении 10 и 20 лет в Панкийском ущелье живут чеченцы. Не надо эти сказки рассказывать. Вот так оказались. Так. Так, Дени Турки вы Исаев, Дени Турок вы Сунумца Исаев, Дени Турок вы. Сун Исаев, Дени Минуца Турака Хунхушуй. Башлам, а правда, что правители Алании, начиная с заканчивая чеченцы, есть все имена? Слышал об этом, но подтверждения у меня нету. И были высказывания некоторых ученых, гипотезы о том, что якобы правители Алании имели чеченские имена. Я слышал такое. Но подтвержденно, достоверно этой информации у меня нету. Многие огульно так говорят, что есть, были, но доказательств я не видел, по крайней мере, как таковой. Если бы были бы, я бы с радостью сказал, что есть. Все, ответил на все вопросы, больше вопросов нету, так. И к нам пришел один донат. Ага, от Ибраима. Ибраим задонатил, просто от брата Ибраима. Никакого тейпа, ничего нету. Ибраим, ДРСХИЛ дал Сидуэл, ты сегодня 5-й человек, который задонатил и поддержал наш канал. Ну, почти на одну тоненькую книгу мы собрали, но на толстую пока, как говорится. Башлам, один вопрос. Да задавайте сколько хотите, пока не отключится. Уже сейчас, в принципе, осталось чуть-чуть, уже сейчас отключаться будем. Так что задавайте. Это не от меня зависит. Вопрос, как говорится, задайте, я отвечу. Есть вопрос, будет ответ. Нет вопроса, нет ответа. Ибраим задонатил просто от брата Ибраима. Никакого трека, ничего нету. Ибраим, ты сегодня 5. Это я что-то... Я себя вижу в трансляции у себя же в Телеграме. Это какой-то ноу-хау. Сейчас еще нет. Почти что. Так, Башлам. Какой-то болван говорил, что Тейп Турквай это чеченцы. А ему что ему скажут? Тейп Турквай. Я скажу так, Тейп Турквай это чистокровные чеченцы.
Это Турква Тейп вышел, это одна из ветвей Нашхуай, вышли из области Туркал Ошу, Сметик Буцараха, Турквай Ол. Турквай Тейп Олца. У них нету никакого происхождения турецкого. Они никогда не имели турецкого происхождения. И чтобы вы знали, издревле турков чеченцы никогда не называли турками. Их называют Хумкрвай. Хумкр Махкар Буш. Если бы они были из Турции, Хумкр Махквайхар Буриш. Я Хумкрвайхар Тейп Хардарис. Так что не надо рассказывать сказки, не надо обманывать людей. Турквай Тейп сдали ДНК, у них чистокровные чеченцев показали, J2 в основном, и они от Нашхуай. Так что это вот эти сказки о том, что они якобы являются другой национальности, это недостоверно. Башлам, ты отключил наш эфир. Ладно, включай, Ибраим. У нас удалится, халатия, телеграмча, халатия. Я сухой шульчане. Я думал, что я наоборот. Хотя, в принципе, уже осталось чуть-чуть. Какой-то чеченец говорил, что в ТикТоке, что 27 тейпов из Чечни это чеченцы. Я не понял. Слушай, Черма, у тебя вопросы очень молодого человека, который задает. Я думаю, что с этим вопросом дела будут недалеко уйдут. Так. Ладно. Так. Анду Айшхляц Ас'ала Алая Заида. Тот, кто хочет знать про тейп Анди, зайдите на мой канал, пролистайте чуть вниз и найдете там. Итак, друзья, на этом я сегодня заканчиваю. Завтра ждите интересный эфир. Да, мы постараемся разобрать, рассмотреть данные вопросы. Многие, которые нас интересуют, которые важны и нужны. За это вам огромная благодарность, за то, что сегодня терпели. 5 человек, которые поддержали наш сегодня канал, им да саадуэль, аждает, болдиснек, эзершка соудуэлетил, да мокшмяш лил дуэль. Брату Ибрагиму огромная благодарность. Дейресхил Ибраим Хайзун Хак Интирвал. Завтра ждите нас в эфире. Завтра, возможно, мы выйдем чуть раньше, может быть, в 9 часов. Если не 21:00, то 21:30. Да, готовьте свои вопросы. Альхамдулилlah дику. Запишите в WhatsApp, сохраните их, а потом просто-напросто копировать, ставить и отправить будет вам намного проще. Задавайте вопросы. Обязательно попросите всех, чтобы подписались, приходили, слушали, да, аха, дожду. Еще раз, как в конце каждого эфира я всегда говорил, я прошу ради Всевышнего Аллаха, если каким-то образом кого-то обидел, задел, я не пытался кого-либо задеть, оскорбить, унизить, и нету никогда такого. Ни народы, ни шахары, ни тейпы, ни тухумы, никого. Я просто трактую то, что читаю, вижу документами, анализирую, и все это делаю вместе с вами. Сундера, Шунмасарна, Башлам, мой кандидат, Башлам, мой кандидат в мэры Магаса. Дейресху. Огромная благодарность всем вам за это. Всем желаю сладких снов. И как в конце каждого эфира, Деба, Даха, Диша, Санхоми, Нохчикам, Масербюс, Далдех, Алейхиссалам. Сладких снов. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Так.